1239 году в результате нашествия монголов пал Магате, Магас, крупнейший кавказский мегаполис раннего Средневековья, духовный, политический и экономический центр всего Северного Кавказа. Они оставили от него только имя его, писал арабский историк Джувейни. В истории ингушей, в истории кавказских народов именно нашествие монголо-татар является наиболее таким вот резонансным событием в их исторической жизни. Конечно, это было связано с жестокостью, которую проявляли монголы к тем народам, которые они порабощали, или в тех же боестолкновениях, не щадили никого, и тот ужас, который монголы вселили в местное население, оно давало о себе знать. Поэтому очень много непокорных людей отодвинулись дальше в предгорье и дальше вглубь гор. Под властью монголов оказывается вся равнинная полоса Северного Кавказа. Она входит в состав улуса Джучи, становится частью Золотой Орды. Золотоордынская равнина перекрыла пути выхода на равнину. Они потом со временем наладились. Но горцы были отрезаны от своих традиционных связей с равниной. Какая-то часть населения всегда оставалась на прежнем месте жительства. Везде это так было, это закономерность. Однако предгорные и горные части Северного Кавказа остаются свободными и, надо отметить, так и останутся незавоеванными монголами за более чем 200-летнее их присутствие в регионе. Таким образом, Золотая Орда разделила Кавказ территориально, культурно и экономически. С этого момента образ жизни коренного населения Кавказа, укрепившегося в его горах, и его часть, оставшейся на теперь уже Золотоордынской равнине, меняется кардинально как сам по себе, так и в сравнении друг с другом. Возьмем, например, те же маджары, да, или тот же Татартуп. Дело в том, что археологически сегодня как раз именно в этих городах фиксируется нахождение именно горского населения. И это по данным, не только по данным археологии, но и по данным антропологии. И поэтому, конечно, какое-то население втягивалось в экономические, социальные какие-то процессы, существовавшие в Золотоордынском государстве. Оставшиеся жить на завоеванных территориях вынуждены приспосабливаться к новым условиям обитания, а в горах разворачивается движение сопротивления и одновременно развивается мощная линия обороны, ведь прямо у выходов из горных ущелий начиналась Орда. Ученые высказывают такую мысль, что именно в период монгольского нашествия в горах Центрального Кавказа, в данном случае в горах Ингушетии, возникает цепь таких вот военных сооружений, военных крепостей, связанные с вот этим чрезвычайным моментом в их жизни, потому что монголы не собирались уходить с плоскости, с равнины. В всех башенных поселениях боевые башни, они находятся в зоне видимости. И когда враг приближался, зажигался один сигнал, и машинально сигналы по всей Ингушетии давало знать, и сразу войско собиралось, и сразу выходили на защиту чести и свободы. Уже высказана мысль, что вся горная полоса Ингушетии, и не только горе, но и предгорье, это своего рода задуманная единая линия обороны. Вот если посмотреть на все башни с этой точки зрения, они все стоят так, что на важных стратегических направлениях, даже внутри Ингушетии и прочее. И с тем, чтобы уже монголы не могли добраться уже в саму сердцевину, будем так говорить, колыбели горских народов, уже осуществляется строительство заградительных стен. Мы знаем, что подобные стены существовали и в долине Фартанги, по ущелью реки Асса, в Джайраховском ущелье. То есть уже горная зона, она фактически превращается в такую монолитную крепость.
Укрепив таким образом тыл, ингуши вступали в вооруженные конфликты с новыми хозяевами плоскости. В 1254 году в монгольскую ставку прибывает монах-францисканец Гильем де Рубрук с дипломатической миссией от французского короля Людовика IX. По возвращении домой монах пишет географический труд под названием «Путешествие в восточные страны», в которых в том числе описывает и общественно-политическую ситуацию тех лет на Северном Кавказе. Пишут, что аланы в тех горах, имею в виду Северный Кавказ, хотя мне кажется, что под аланами подразумеваются все горцы Северного Кавказа, не, скажем там, конкретная группа, до сих пор еще не покорены. Но по ночам они выходят из ущелий, нападают на монголов, угоняют их стада и убивают их вельмож. Мало того, тот же Рубрук совершенно четко говорит о том, в деталях, какого типа были вот эти партизанские вылазки, вот эти нападения горцев Северного Кавказа на монгольские ставки. Он отмечает, что горцы под прикрытием ночи группами в 20-30 человек собираются в отряды и выдвигаются на передовые позиции, ближе к позициям монголов, и, взяв с собой луки и стрелы, начинают свои какие-то специальные разведывательные операции, а также операции по уничтожению самых главных монгольских воинских чинов. Также Рубрук отмечает одну важную деталь, подтверждающую, что в золотоордынских городах еще оставалось местное горское население, которое при каждом удобном случае готово было выступить против монголов. Эти горцы-воины, они имели своих лазутчиков в этих крупных городах, которые сообщали воинам-горцам о тех монгольских важных воинских персонах, которые выдвигаются из этих городов. Это делалось с целью нападения и ликвидации вот этих вот монгольских передовых людей, воинов. Одним из крупнейших золотоордынских городов, располагавшихся непосредственно у подножия гор, был Татартуп, стоянка татар. Сегодня от него ничего не осталось, кроме фотографии начала века, на которой запечатлен минарет мечети, просуществовавший вплоть до 1981 года. Александр Сергеевич Пушкин, успевший побывать в нем еще в 1829 году, так описал Татартупский минарет в своем путешествии в Арзрум. Кругом горы видны следы разоренного аула, называвшегося Татартупом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Но в конце XIV века Татартуп был важным сегментом политической и культурной жизни Золотой Орды на Северном Кавказе, ее южным форпостом в регионе. В 1361 году на процветающий Татартуп нападает некий народ под названием Луамрой-Керасты. Нападение на город совершается прямо по сценарию, описанному более 100 лет назад Гильемом Рубруком. Группа людей внезапно осаждает город и убивает крупного чиновника Мамакая. Не сумев удержать город, а может, это и не входило в их планы, они уходят за реку Кума, где нападают на канкалов, народ, родственный нагайцам, и на аройтев, предков современных калмыков. Осуществив этот военный поход, они возвращаются в ущелье. Но кто эти Луамрой-Керасты? И почему они попали в летописи именно под таким названием? Тут и фонетическое звучание совершенно четко говорит о том, что Луамрой-Керасты есть никто иной, как предки современных ингушей. На языке ингушей Луамрой-Керасты означает «горцы-христиане». Если со словом «горцы» все вполне понятно, то слово «христиане» требует небольшого внимания. Подавляющее большинство жителей ингушских гор в то время были адептами исконно национальной аутентичной религии в единого Дяла.
Но в раннем Средневековье, вследствие миссионерской деятельности грузинской церкви, в горах Ингушетии начинает распространяться христианство. Однако прочно утвердиться в горах Ингушетии оно так и не смогло, и даже в самые лучшие свои времена являлось смесью христианства и ингушского язычества. В 1386 и в 1394 годах Тамерлан, считавший, что все пространство населенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя, совершил первые походы на Кавказ. Огнем и мечом проходит он Азербайджан, Армению и Грузию. Перед вторым нашествием на Грузию в 1394 году царь Георгий VII успел собрать ополчение, к которому присоединил кавказских горцев, в состав которых вошли и давние военные союзники грузин – ингуши. Ингуши, проживавшие в Дарьяле и нынешних северных провинциях Грузии, на постоянной договорной основе занимались обороной северной границы грузинского царства и участвовали в военных кампаниях грузинских правителей с самых давних времен. Вначале объединенное горское войско имело некоторый успех, но подход Тимура с новыми силами переламывает ход битвы. Войско Георгия VII отступает на север, в горные ущелья. Хроника ксанских иристовов так описывает этот напряженный момент у входа в Дарьяльское ущелье. «Прибыло войско Тимура столько, что не могли вместить теснины ущелья. Спешились и спустились им навстречу Виршел и близкие его, и стали метать стрелы, затем обнажили сабли. И не могло напасть одновременно все войско, и повернули передние воины Тимура, ибо убиты были многие из них, и ушло все войско». У зрителей может возникнуть вопрос: зачем монголам, завоевавшим половину суши земли, а потом и Тамерлану, понадобился маленький клочок земли в неприступных скалах? Ведь еще итальянский монах-путешественник Плано Карпини писал в своих путевых заметках, что в горах Кавказа находится одна гора, которую вот уже 12 лет штурмуют передовые монгольские отряды. Знаменитый полководец слукавил насчет крайнего желания снискать себе заслугу священной войны. Все было гораздо прозаичнее, а именно вторая попытка овладеть важнейшими транспортными магистралями Кавказа после прошлогодней неудачи у южного входа в Дарьял. На Северном Кавказе не так уж много, и вообще на Кавказе не так уж много вот этих вот путей, которые выводят из севера на юг. Возьмем в Дагестане, при Каспийском Дагестане это Дербенский проход, здесь на Центральном Кавказе это Дарьял, и при Сухумская дорога вдоль Черного моря. И за контроль над этими перевалами еще с древнейших времен очень крупные международные политические игроки пытались установить контроль. И монголы, разумеется, тоже не были исключением из этого. А что же они значили для самих горцев? Конечно же, это будет последним, будем так говорить, оплотом самостоятельности и в данном случае ингушей, в целом и горцев Кавказа, и пытались они сохранить под своим контролем вот эти перевальные пути и более крупные вот эти артерии, какими являлся Дарьял. Асинское ущелье, в котором было найдено захоронение, являлось одним из важнейших стратегических районов древней Ингушетии и всего Кавказа, через которые пролегал путь из Северокавказской равнины в ее центр – Джейрах и Дарьяльское ущелье. Это была дорога, по которой Тамерлан направился в горы, известная в народе под названием Вордник – Арбовая дорога. Дорога эта была жизненно важным, потому что при первой возможности ингуши пытались возвратиться на плоскость. Что касается конкретно вот данной зоны, где вот Асинское ущелье, ущелье реки Фортанга, да, вот в зоне которой обнаружено вот это воинское погребение Талевра Гагиева,
то оно описано в работе Фомы Ивановича Гарипекина, известного историка кавказоведа. Вот как описывал эти процессы исследователь Кавказа Фома Гарипекин. Древнейшие Арстхой имели поселения в передовой части Асинского и Бамутского ущелий и несли обязанности защитника народа. Отражая и нападая на врага, они беспокоили его постоянными, неожиданными партизанскими вылазками и наездами, а в случае потерь старались прятаться за каменными стенами, преграждавшие путь по ущельям Асы. И зажженными кострами на высотах подавали весть населению Галгая о движении врага. Воинственные всадники-арстхойцы были первые и главнейшие абреки среди древних ингушей. Поэтому можно говорить о том, что Арстхой вели как раз-таки самые тяжелые боевые действия с монгольскими кочевниками. Особенностью этого ущелья являлось то, что из-за своих природных свойств оно идеально подходило для длительной обороны. Мы знаем, что еще в конце XVIII века, в начале XIX века в Асинском ущелье побывали такие известные путешественники, исследователи, как Штедер, затем Ингельгард и так далее, которые как раз и отмечали вот это преимущество этого ущелья. И даже предполагалось построить здесь важные форпосты, предполагается строительство здесь российских крепостей, потому что сама природа позаботилась о том, чтобы именно в этом участке в Горной Ингушетии функционировал такой стратегически важный участок, коим являлся Асинский каньон и Асинское ущелье. Вся эта зона, начиная от Верхнего Алукуна до Гяги-Галас, в народе средневековья именовалась как Гяги-Морг или же страна Гагиевых. Именно Гагиевы несли охранные функции на протяжении многих веков. И так просто пройти через этот узкий Асинский каньон дальше на юг было практически невозможно без, будем так говорить, разрешения, без воли тех, кто держал в своих руках вот это Асинское ущелье. Это было категорически невозможно. Скажем, Алкун действительно находится на трассе, которую выводила ингушей, и, скажем, если кто-то хотел попасть, мог же попасть таким же путем в Ингушетию, то там, скажем, группа людей могла очень долго, используя рельеф местности, но, оказывается, сопротивление не пропускать, потому что узкое ущелье, обрывистые берега, и держать оборону было можно. Разумеется, дорога, вот эта магистраль, которая проходила через это ущелье с севера на юг, не была такой широкой, такой добротной, которую мы ее видим сегодня. Она разработана. А в древности через это ущелье можно было проходить только небольшим группам людей, выстроившись в линию. И, разумеется, местное население, местное ополчение, те, кто находились на вот этих заградительных стенах, те, кто находились в башнях крепостей, то они совершенно четко контролировали всю ситуацию в округе. Может показаться, что все годы присутствия на Кавказе монголов жители Ингушетии и остального Кавказа занимались только лишь войной с ними. Однако жизнь в горах развивалась в различных направлениях. Да и война требовала больших материальных затрат. Как мы не раз отмечали, после появления монголов на политической карте мира многое меняется. Происходят и изменения в траектории Великого Шелкового пути. Как мы знаем, существовал со II века до новой эры до XIV века. И тут уже предстояло решать новые задачи, как осуществлять вот эти международные перевозки через Дарьяльское ущелье. Она пролегала по Асинской котловине, одна ветка шла на Грузию, другая в сторону Дагестана, третья на Осетию. Она была вымощена местами была выложена на известковом растворе, даже имелись бордюрчики.
ради удобства по ней проходили и посольства, шли купцы, ходили путешественники. Естественно, за проход они должны были платить. А местные жители содержали эту дорогу. Мимо ты никак не пройдешь, не прогонишь, ну, скажем, овец там, не пройдешь незамеченным, прочее. Вот этот путь ответвления, в данном случае, от Великого Шелкового пути, который проходил через горные Ингушетии, он все-таки давал какие-то экономические преимущества населению горной Ингушетии именно в период Средневековья. И определенный доход, разумеется, оседал в руках тех, кто владел, допустим, заградительными вот этими крепостями в ущельях. И в Джарахском ущелье были эти заградительные стены, и в Асинском, и в Цоринском, и так далее. То есть их было в Средневековье значительное число. В общем, и, разумеется, те, кто владел, будем так говорить, этими ключевыми природными объектами, вот этими ущельями, то они и в руках их оседала значительная часть материальных ценностей. И это было жизненно важным условием для горцев в те времена. Строительство фортификационных сооружений были залогом самого их существования. Именно замкового типа они самые, но они имели возможность, они брали дань с проезжих, и им надо было держать оборону, понимаете? Потому что если, например, к Таргиму подходили, или Таргим, если большой не был бы, враг форсировал бы и двинулся бы дальше. Но посреди бесконечной войны ингушские мужчины не забывали и о своих прекрасных половинах. Но еще вам замечу, те башенные замковые комплексы, которые оседлали эту дорогу, в их могилах самые богатые вещи. Из Индии, из Передней, Малой Азии предметы. Это купцы со всего мира подвозили. И каждая вторая девушка лежала в шелках. А шелк, особенно золотой шелк, очень высоко оценивался. Царица Екатерина покупала иранский шелк, клала золотые монеты. Сколько на шелке помещала золотых монет, столько он устроила. А у нас каждая вторая девушка в этих шелковых нарядах лежат в этих склепах. Ведь жизнь продолжалась, несмотря ни на что. И красавицы так же, как всегда, ходили нарядные поводу, и воины поили коней, и любящие бабушки качали